Нравится мне, Руслан, обсуждать так называемый сентябрьский указ Ради Хабирова. Ну что ты улыбаешься? Ну там зато все конкретно. Мне он тоже нравится. Все в цифрах, понимаешь? Вот перед правительством ставят план, допустим, по бизнесу. К 2024 году увеличить количество предпринимателей в 2 раза. Вот как тебе? Слушай, ну это важнейший программный документ развития республики, безусловно, да. Но судя по динамике, вот в рамках того же указа гораздо легче родить новых 50 тысяч человек, да, добавить их к населению, чем увеличить количество предпринимателей в 2 раза. Потому что налоговая нагрузка растет на бизнес, да. Административное давление, как сами предприниматели жалуются, оно, к сожалению, не снижается, поэтому вот условия тяжелые. Подожди, Руслан, ну вот есть национальный инвестиционный рейтинг. По нему вот за год мы поднялись там до 16-й позиции с 23-й. Ну, не все же так плохо. Нет, речь же не об этом. Понятно, что мы двигаемся в каком-то направлении, но видишь ли, да, есть вот национальные рейтинги, там есть статистика, есть официальная парадная сторона медали, а есть ежедневные суровые предпринимательские будни. Это такие вот 2 прямые, которые вот, ну, не часто пересекаются. Я уж не знаю, к счастью или к сожалению. Ну, хорошо, давай тогда, что делать конкретно? Вот какие меры необходимы? Ну, просто в России так исторически сложилось, да, что бизнес и власть, они очень тесно взаимосвязаны, потому что государство у нас регулирует все основные сферы жизнедеятельности, в том числе и бизнес. Но вот так сложилось исторически. И сегодня мы пригласили гостей в студию, которые разбираются в этой теме. И давай попробуем посмотреть, как дела обстоят на самом деле. Поговорить об этом. Давай. Мы ходим на работу к себе, как на войну. У меня было такое чувство, что мне вот отобрали ребенка и пустили его на панель. Административное давление, мы об этом постоянно говорим, оно уже зашкаливает. А большой бизнес делать у меня нет никакого желания. В стране может наступить вообще хаос, если не проверять бизнес. Но для этого государство и предприниматели должны смотреть в одну сторону. Вот не я друг и говорю, на друга, а в одну сторону. Сегодня в Башкортостане каждая 4-я жалоба предпринимателя относится к судебно-правоохранительной сфере. В 2018 году в республике выявлено свыше 4000 нарушений прав бизнеса. В прошлом году прокуратура отменила и изменила около 800 незаконных правовых актов, которые затрагивали права предпринимателей и мешали вести бизнес. По официальным данным, по уровню административного давления Башкортостан занимает 38-е место в России. У бизнеса в России нелегкая судьба преодоления. К сожалению, практически никто из его представителей, особенно малого и среднего уровня, не может говорить уверенно о завтрашнем дне. В Башкортостане тысячи предпринимателей в самых разных сферах, и у каждого своя уникальная история. Если перефразировать Толстого, каждый счастливый предприниматель счастлив по-своему, а все несчастные предприниматели несчастливы одинаково. Смотрим сюжет. Я потихонечку все работает, там чуть-чуть по минималке, но и слава богу. А большого бизнеса делать у меня нет никакого желания. Не ожидал честный налогоплательщик пчеловод Марат Фазылов, что пострадает от собственной добросовестности. Платил и спал спокойно, а оказалось, что сотрудники налоговой в то же время те же суммы списывали с расчетного счета. В итоге образовалась переплата в 350 тысяч рублей, которую возвращать федеральный орган отказывается. Ну, очень хорошо, давайте закроемте хотя бы текущие налоги. Они говорят, а вы не имеете права. Я говорю, а почему? А у вас, говорит, сроки прошли. Я говорю, позвольте, прошу прощения. Если, говорю, вы... Вот недавно приходило письмо, 35 копеек. Если, говорю, не заплатили налоги, вы присылаете письмо на 35 копеек, спеняем 386 рублей, вы говорите, заплатите. Я говорю, мы платим. А в то же время вы же ничего не прислали, не говорили. Вы обязаны были знать там это. Что вы переплатили, да? Что платили. Да? А я говорю, как могу знать? От такой несправедливости у Марата пропала бизнес-мотивация. Время, нервы и финансы он тратит на то, чтобы в судах доказать свою правоту. После подобной истории взаимоотношений с властью не осталось вдохновения на любимое дело у модельера Гульшат Шакировой. Уфу поменяла на деревню в глуши Нуримановского района, подиум с моделями на поле с элитными баранами. Марлёш, ну уже подойди, а? Ну что ты выпендриваешься? Марлен, на! Эти кадры сделаны в то время, когда деловой костюм от Шакировой носила каждая модница Уфы. Ее коллекции выигрывали конкурсы, наряды покупали знаменитости. И вдруг администрация города просит найти для ателье-магазина другое помещение. Кому-то приглянулось место. Гульшат не согласилась, ведь изначально договор был другой, и тогда к ней пришли с первой проверкой, а потом снова и снова. Роспотребнадзор пришли, меня же много знают, говорят, нам дана команда. Вот сколько ты поднимешь денег на штраф?
Ну, то есть, как, сколько, давайте мы вот вас, чтобы не совсем убить, сколько? 2,5 поднимешь, давай штраф. Ну, все, находим проблему. Приходят пожарники. Ну, что найти у тебя? Ну, вот колеса у тебя от машины на складе с одеждой. Ну, неправильно, давай я напишу колеса. Ну, давай. Мы попали просто в смену правительственных ресурсов. Уходит Рахимов, приходит Хамитов. Тот человек, которому помещение нужно из команды Хамитова. И многие чиновники на тот момент просто говорили вот в глаза: Гульшат, прости, если я сейчас тебя поддержу, я потеряю кресло. У меня было такое чувство, что мне вот отобрали ребенка и пустили его на панель. Гульшат не скрывает, сельское хозяйство в разы сложнее ей дается, чем шить костюмы и платья. Но возвращаться она не планирует. Люди на свежем воздухе кажутся добрее, конкуренты предлагают объединить силы, глава района помогает по первому звонку. В планах создать производство шерсти, из которой можно будет шить одежду и белье. Иди ко мне, девочка моя. Вот она. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности России Башкортостан за минувший год поднялся с 23 до 16 места. Каждый регион оценивается по 4 направлениям. Первое – это то, как легко зарегистрировать предприятие или получить разрешение на строительство. Второе – как региональное законодательство поддерживает инвесторов. Третье – какую инфраструктуру для бизнеса готовит местная власть и на какие налоговые льготы готова. И четвертое – это финансовая поддержка малого бизнеса. Высшая власть Башкирии в лице Радия Хабирова обозначила поддержку бизнеса и привлечение инвестиций своим приоритетом. Тут и регулярные инвест-часы, и территория опережающего экономического развития, и бизнес-шерифы в районных администрациях. Чиновникам всех уровней поручено выстроить диалог с производителями товаров и услуг. Получается это или нет? А если нет, то почему? Какими вообще должны быть взаимоотношения власти и бизнеса? Насколько комфортно бизнесу в Башкирии? Эти и другие вопросы мы с Алсу Сликаевой обсуждаем сегодня с гостями нашей программы. Итак, Азамат Галин, предприниматель и общественный деятель, Ирик Гореев, директор агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, Денис Мусин, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Башкортостане и он же исполнительный директор Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». И отдельно на прямой связи с нашей студией Расима Асгаровна Мусина, легендарный в башкирском бизнесе человек, создатель и бессменный директор сети кулинарий «Пышка», который сейчас находится в Москве, но тем не менее с нами на связи. Итак, уважаемые гости, легко ли быть предпринимателем в Башкирии? Наверное, будет логично, если мы начнем с Азамата, да? За последний год мы, наверное, совершили большой прорыв. Но, тем не менее, у нас есть куда двигаться вот по критериям уменьшения налогов, допустим, для малого бизнеса. Да? У нас есть региональные налоги, которые мы можем снизить. Да, прерву, да. Вот мы обсуждали, и вы присутствовали в студии, эту же тему 5 месяцев назад. Какая-то динамика есть? Изменения какие-то есть? В части региональных полномочий изменения колоссальные. Но мы ходим на работу к себе, как на войну. Но это связано не с региональными полномочиями, это связано с федеральными полномочиями. Понимаете? Проблема у бизнеса не с региональной властью. Проблема у бизнеса с федеральными структурами, надзорными структурами, которые, обходя установленные законом процедуры проверки, давят бизнес. Вы имеете в виду территориальное управление многочисленных контрольно-надзорных органов? Абсолютно верно. В частности, типа я имею в виду Роспотребнадзора и так далее. Все полномочия по надзору, все полномочия по контролю находятся в руках федеральных структур. И, извините меня за это слово, плевать они хотели, если ваш бизнес рухнет и ваши рабочие места закроются. Расима Асгаровна, да, вы как предприниматель с огромным опытом, ощущаете ли вы какие-то изменения за прошедший год в построении климата для ведения бизнеса в Республике Башкортостан? Вот так давайте сформулируем вопрос. Однозначно да, но я бы хотела вернуться в далекие 90-е годы, когда просто предприниматели были врагами народа. Сейчас вообще ситуация поменялась. Но, вы знаете, мое мнение, тут должна быть золотая середина. Уважай власть. В стране может наступить вообще хаос, если не проверять бизнес. Ребят, давайте объективно оценивать ситуацию. Я недавно пригласила быть на работу руководителя, который закончил Кембридж, и через 2 месяца с ним рассталась.
Он сказал: да вы что, как можно у вас работать? Вы же каждый день как на войне. Да, Он так. иностранец или он Нет, наш? он был русский, украинец, закончивший Кембридж, и вот решил себя попробовать в этом бизнесе. Какая-то дифференциация должна быть в бизнесе. Если ты Что вы имеете в виду? Производитель, который производит продукцию, те же самые пирожки, ту же самую арматуру, это совершенно... Вот я бы несколько в этом направлении изменила свое отношение государства к этим вещам. Денис, вот скажи, пожалуйста, вот в рамках вашего центра, да, «Бизнес против коррупции», вы часто с такими историями сталкиваетесь? Ну, мы с такими историями сталкиваемся в большинстве случаев. Предприниматели как раз обращаются на прессинг со стороны правоохранительных органов. Вот, и я-то тут вижу ситуацию, знаете, я полностью согласен с выступающим, то, что здесь вопрос этот касается федерального уровня. И соглашусь, что эти вопросы должны аккумулироваться и передаваться. Ну, наверное, у нас же есть площадки, у нас есть инвестиционный совет. У нас был совет по предпринимательству при главе республики, но он в последнее время почему-то перестал работать. Может быть, настало время его опять возобновить. И там эти вопросы надо обсуждать, принимать резолюции. И у нас же есть еще и законодательная власть, и депутатский корпус, который может эти вопросы выносить на уровень Государственной Думы и вносить изменения в законодательство. Вот Расима Мазгаровна говорила о том, что 90-е годы там... Я помню, как сам, будучи предпринимателем, участковый приходил на точку и проверял, я не знаю, сертификаты. И было принято решение убрать милицию с рынков. Она даже так называлась, такое вот решение. И все. И теперь никакой участковый не может зайти там на точку, на предпринимателя и провести его проверку. Но для этого было принято решение с самого верху. Спасибо, мы вернемся к разговору через несколько минут. Бизнес-шерифы, центры поддержки предпринимательства, инвест-часы. Власти не устают искать новые формы поддержки предпринимательской инициативы. Одни из них уже действуют почти год, другие только приживаются. В теории это прекрасные начинания, но вопрос, как они себя показывают в реальности. О многих инструментах поддержки малого бизнеса, гарантиях, субсидиях и льготах предприниматели просто не знают. Мы решили опробовать работу республиканского проекта под названием «Мой бизнес», который направлен на то, чтобы буквально за руку поддержать каждого, кто решится открыть свое дело. Бизнес-перспективы новичков оценивал воочию Разиф Абдулин. Уфимский предприниматель Вадим Гималдинов задумал осуществить новый проект. Но для начала нужны деньги на маркетинговые исследования. За консультацией он пришел в офис Центра «Мой бизнес» в Конгресс-холле Таратау. Интересно деньги взять на бизнес, инвестиции, вот где можно получить. Есть очень интересный проект у нас. Беседа с консультантом заняла около 40 минут. Визитом в Центр «Мой бизнес» предприниматель остался доволен. Я получил интересную информацию по тому, как найти деньги на свой проект. Это весьма интересно, потому что сейчас самая главная проблема – это где найти деньги. Центр поддержки предпринимательства в здании Конгресс-холла открыли 4 сентября. Пока здесь немноголюдно, но число посетителей явно растет. Если в первые дни у нас было 2-3 человека в день, то теперь уже 10-15 предпринимателей в день приходят. Помогать росту малого и среднего предпринимательства призваны бизнес-шерифы в статусе замглавы администрации по предпринимательству в каждом городе и районе. Этот институт еще только внедряется. Всегда задумался, как бы помочь нашим трудягам, лицам, которые все-таки остались на своей любимой земле, на малой родине и пытаются здесь жизнь наладить. Результаты работы бизнес-шерифов оценивать пока рано. Слишком мало времени прошло, но пожелания от бизнеса уже есть. Конечно бы хотелось, чтобы такие государственные органы, такие как Роспотребнадзор, становились консультативными органами, теми органами, которые будут помогать бизнесу строить его без нарушений, которые будут помогать объяснять, делать как правильно, а не приходить и давать, выписывать штрафы и тому подобное. Ирик, скажите, пожалуйста, вы как представитель власти, да, вот введена уже, да, новая позиция, это бизнес-шерифы в каждой районной администрации. Какие задачи на них возлагаются и какие надежды вот вы на них возлагаете? На сегодняшний день в 63 муниципальных и городских районах введена единица, заместитель, так скажем, главы администрации по предпринимательству. Как его назвали, бизнес-шерифы. На самом деле бизнес-шериф, он может знать каждого, да? Лично. Лично. Да. Если он из этого района, вот, то да.
Вот эту работу мы делаем и просим, чтобы они с каждым встречались, общались. Да, это очень важно. Извините, что перебиваю, но региональная власть, я еще раз скажу, делает очень много. Но тот же самый бизнес-шериф в статусе замглавы администрации района, он не может ничем помочь Вообще во ни в чем- взаимоотношениях с федеральными структурами. Он не прокурор, да, то есть как бы он не представитель полиции и, соответственно, не может никаким образом тем же самым федеральным структурам, проверяющим, прийти и сказать, вы превысили свои полномочия. Он не может этого сделать. Азамат, извини, перебью. Вот как примерно эту ситуацию вижу я себе, да, ну, в силу опыта. Понятно, что по бизнес-шерифам это все авансом. Мы не требуем результаты прямо сейчас. Необходимо какое-то время. Но когда вот количество этих историй, фактов, необоснованных проверок, бизнес-шерифы будут докладывать по вертикали наверх, превысить какую-то критическую массу, наверное, нужны какие-то встречи непосредственно с руководителями этих федеральных контрольно-надзорных органов, с руководителями и правительства, наверное, и администрации главы, как я это примерно себе понимаю. Нужно создать такую атмосферу, чтобы прежде чем вот поступал такой звонок и вызов с документами там, из какого-то района в Уфу, в тот же самый Роспотребнадзор, раз уж мы начали о нем говорить, они сначала как-то думали, да, насколько это обосновано. Я правильно себе это понимаю? Да, я продолжу. На самом деле я как раз это хотел сказать. Значит, бизнес-шерифы, собрав информацию, должны выйти наверх. Если реально, незаконные, так скажем, определенной степени действия со стороны каких-то органов федеральной власти, конечно, тогда нужно выходить по вертикали, по крайней мере, на нашу региональную власть, правительство, на главу республики и всю эту информацию доводить. Есть же статистика, и по статистике у нас в регионе все знают о том, что у нас просто шквал жалоб предпринимателей на контрольный Вот, Алсу, ты знаешь, мне очень понравился пример, который привела Расима Асгаровна. Да, статистика – это одно, но вот человек с образованием с Кембриджа, да, в наших суровых российских реалиях смог проработать 1,5-2 месяца. Все. Денис, что вы думаете у нас совершенно другие условия бизнеса. Административное давление, мы об этом постоянно говорим, оно уже зашкаливает. И да, здесь мы на региональном уровне не можем повлиять на эту ситуацию. Необходимы рычаги уже на правительственном уровне, на уровне Денис, депутатов. Дело в том, что вот территориальное управление всех этих федеральных органов, они же вот не прилетели с другой планеты. Они в массе подавляющей, это жители нашей же республики. Вот, смотрите, в том числе и их руководители. Ситуация какая? Я как это наблюдаю? Я наблюдаю с той точки зрения, что у нас нет системной вот такой стратегии развития предпринимательства вообще в стране. Потому что региональные органы власти пытаются развивать предпринимательство, местные органы власти в силу своих компетенций и полномочий. Такая задача, между прочим. Да. Где-то, в большинстве случаев они пытаются развить предпринимательство на своих территориях. KPI, так называемое, вот это иностранное слово, да, оценка эффективности показателей правоохранительных органов, они в другую сторону направлены. Они направлены в сторону количества выявленных преступлений, количество протоколов, количество там нарушений выявленных. У них нету показателей развития или проконсультированного там количества сохраненных предпринимателей. Я правильно понимаю, что и правоохранительные органы, и контрольно-надзорные органы не заинтересованы в экономических показателях конкретного региона, где они работают? Я правильно понимаю? Они, может быть, и заинтересованы, да, внутри себя заинтересованы. Но показатели, которые спущены у них сверху, которые в их инструкциях, они совсем по-другому трактуются. Но это же какое-то системное противоречие. Это системное противоречие, которое нужно срочно менять. Потому что мы говорим о том, что вот бизнес-шерифы, это хорошо, что у нас есть бизнес-шерифы, да. Но в принципе при нормальном развитии экономики, в нормальной цивилизованной рыночной экономике не должно быть бизнес-шерифов. Должна ситуация быть такая, что не должно быть препонов. Все должны быть заинтересованы, чтобы предприниматель развивался, платил налоги, на эти налоги осуществляя социальные функции. Денис, вот в продолжение твоей мысли такая крамольная реплика, да, зачем тогда вообще все эти многочисленные организации по защите прав предпринимателей? Защите от кого? Защите от того же прессинга. А если Получается, их не будет, защите от государства? И от государства. У нас уполномоченный по защите прав предпринимателей создан на всех уровнях власти. Он же во всех регионах существует. Это мы говорим о том, что у нас недостаточно условий созданы для развития предпринимательства. Значит, одной рукой государство у нас не способно создать эти условия, то есть оно понимает, что есть препятствия, другой рукой создает институт, который будет эти же препятствия
пытаться ликвидировать, пытаться с ними бороться. Можно добавить про бизнес-шерифов? Они настолько должны быть профессиональны и настолько они должны быть объективны, чтобы они и с точки зрения чиновника, и с точки зрения предпринимателя смогли рулить ситуацию на месте прежде всего. Руслан, ну мы вот много раз говорили про взаимодействие бизнеса и власти. Мы постоянно об этом говорим, да. Вот, и сегодня, если честно говоря, я боялась, что мы снова будем говорить об одном и том же, без каких-то новых фактов. Не, ну типа ты имеешь в виду, типа из пустого в порожнее переливать, да? Ну, меня порадовало, что вот наши гости и Азамат Галин, с которым мы уже встречались, да, говорят о том, что ну, что-то меняется. Слушай, ну я вот по жизни больше все-таки скептик, да, такой, да, и что я вижу, давай констатировать, да, что многие предприниматели, не только те, которые были сегодня в студии, которые у нас сегодня в студии, и не только из-за телевизионных камер, они действительно подтверждают, что да, еще большой кредит доверия есть, да, и что руководящая команда, она демонстрирует движение и стремление изменить ситуацию к лучшему. Это есть. Вопрос в программном документе и вопрос в дорожной карте. И чтобы руководство понимало, как, что и когда делать. Ну вот давай еще с ними об этом поговорим. Мы продолжим сейчас разговор и будем это дальше выяснять. Мы в студии, честно говоря, продолжаем обсуждать высокие отношения бизнеса и власти. Что она должна сделать, чтобы предприниматель чувствовал себя комфортно, стабильно и безопасно? Наверное, самая сложная задача для башкирских властей сегодня – растопить тот толстенный лед недоверия, который нарастал годами. По официальной информации правительства Башкирии, на инвестчасах за январь-сентябрь этого года было рассмотрено 103 проекта на общую сумму, внимание, 170 миллиардов рублей. Цифра колоссальная, но для воплощения этих проектов предприниматели ждут поддержки у властей. В первую очередь просят налоговых льгот, земельные участки без торгов, возмещение части затрат на строительство инженерной инфраструктуры, получение льготного кредита. Какая сфера бизнеса за последний год почувствовала себя лучше всех? Наш следующий материал. Корпорации развития Республики Башкортостан встреча за встречей. Эти инвесторы из Поднебесной с большим пакетом предложений. И сою хотят выращивать, и комбайны производить, и даже куриный помет перерабатывать в удобрения. В корпорации им помогут ознакомиться с потенциалом региона, правильно составить проект, проведут все необходимые консультации, что называется «все в одном окне». Резолюцию быть или не быть проекту затем вынесут на инвестчасе в правительстве. Еще одна из задач корпорации – построить в течение 5 лет 50 индустриальных парков. А индустриальный парк – это, ну, в общем-то, предполагает все готовое, не только инженерная коммуникация, но и здания, сооружения по проекту заказчика. То есть инвестору остается только смонтировать оборудование и начать производство. Я здесь на примере могу сказать индустриального парка Уфимский. Значит, ну, он считается одним из лучших сегодня в Российской Федерации. На каждый вложенный рубль, значит, возвратность составляет 42 рубля. Как отозвался вложенный государством рубль, а точнее 1 миллион субсидий, на собственном примере рассказывает Дмитрий Денисенко. На выделенные деньги он купил элемент покрасочного комплекса для своего производства шумоизоляционных панелей. И это повлекло за собой расширение бизнеса. Если говорить только про вот этих людей, которые у нас работают на этом комплексе, это 5 человек. Там средняя зарплата там 35-40 тысяч рублей, да, мы отчисляем, по-моему, там около 46% налогов, то это НДФЛ, пенсионный, там социалка, там и так далее. Соответственно, если там от 200 тысяч мы берем там 45%, да, то это порядка 80-85 тысяч рублей в месяц. То есть мы за 12 месяцев только этими 5 местами, только этими налогами мы уже возвращаем то, что нам дало государство, да, то есть за год. Это там супер офигенная инвестиция. А я не говорю уже о том, что мы же на этом оборудовании еще производим продукцию, у нас появляется НДС, у нас появляется налог на прибыль, у нас появляются там налоги на имущество там, и так далее, и так далее. Если это все вместе собрать, то, конечно, мы возвращаем гораздо быстрее. По словам Раиля Сарбаева, сельское хозяйство лидирует по количеству инвестзаявок в Башкирии – 23% от общего числа. Подписаны в этом году необходимые документы и уже начата работа над агропромышленным парком стоимостью 37 миллиардов рублей. Но самой крупной рыбой в инвестициях этого года стало строительство Подольского медно-цинкового месторождения. Его сумма инвестиций оценивается в 50 миллиардов. Это 2500 рабочих мест. Значит, ну и заявленная мощность суммарно по Зауралю это почти 9 миллионов тонн руды.
По официальным данным правительства Башкирии, сегодня сумма инвестиций в регион 270 миллиардов рублей. Стратегическая задача – увеличить эту цифру за ближайшие 5 лет почти в 2 раза, до 500 миллиардов. Уважаемые гости, значит, насколько я понимаю, это стратегическая задача, поставлена президентом Российской Федерации, развитие инвестиций и предпринимательства. Я правильно понимаю? Так, Ирик? Да. На сегодняшний день мы готовим 2 законопроекта. Первый – это по технопаркам. Значит, ну, там мы охватываем, конечно, узкий круг, это айтишников. И второй закон, вот как раз вы говорили, это УСН. Вот то, о чем мы говорим по УСН-ке, да, чтобы зрители понимали, это то, что именно региональная часть налогов, то, что мы сами прописываем, да. Происходит абсурдная ситуация у нас в приграничных регионах. Предприниматели мне жаловались, общественники мне жаловались, что они, предприниматели, регистрируются в тех регионах, там, в Челябинской области, где есть льготы. Но это же ненормальная ситуация. Это ненормально. Знаете, мы теряем там десятки, может быть, миллионов, да, якобы выпадающих доходов, по мнению Минфина в то время, да, а имиджевые и репутационные потери еще больше. А на самом деле мы вообще ничего не теряем, потому что бизнес просто уходит и закрывается. Или уходит, регистрируется в других регионах. Мы же должны создать условия. Почему у нас должно быть лучше? Значит, у нас должно быть лучше налоговая политика. Комфортный бизнес-климат – это не просто красивые слова, да. Он же в этом и заключается, правильно? Да. Мы же еще говорим о том, что необходимо, вот на последних даже ШОС БРИКС, по-моему, поднимался вопрос о введение стандартов безопасности ведения бизнеса. Давайте мы, если этот вопрос подняли на уровне вообще российском, давайте мы будем первый регион, который примет эти стандарты и будет передовым. И мы покажем, что Республика Башкортостан действительно не на словах, а на деле лучший регион. И инвесторы, приходите, мы здесь создадим, ну не на словах, а на деле хорошие условия для развития. Хорошо, спасибо. Расима Асгаровна, вы же нас слышите, да? Да, конечно. Да, с инвестициями идет очень много людей. Маленькие, покрупнее инвестиции, у людей деньги есть. Но когда они немножечко нюхают порох, вот я их отправляю, ребят, посмотрите, вам это нравится ли, чистить картошку, да, спуститься от IT-технологий, от ваших компьютеров, спуститесь-ка вот туда, к нашей земле-то, да, и вы знаете, многие просто разворачиваются, уходят. К чему хочу вернуться? Вы публично заявляли недавно, да, что дайте мне одну школу, и я вам покажу, как нужно выстроить систему школьного питания. Что вы имели в виду? Когда обратились ко мне, давайте поднимем вопросы школьного питания, я сказала, дайте одну, я вам покажу, как это должно быть. Ну, это все так в дебрях утонуло. Теперь смотрите, кто из взрослых людей 200 грамм овсяной холодной каши съест? Никто. А детям это ставится на стол. Ребят, сегодня надо менять эту ситуацию, соединять науку питания, технологов от земли, от картошки. Ну вот вы как считаете, вот как экспертное мнение, да, но опытный человек в этой теме, это все временные трудности, все устаканится, все нормально? Вы знаете, Руслан Михайлович, это временные трудности. В общем-то, очень правильно выстраивается система сегодня. Обязательно на выпуске полуфабрикатов должна быть стоять технологи. К сожалению, в этом бизнесе, не контролируя, ничего невозможно сделать. И нужно просто на местах дорабатывать. Спасибо. У нас есть еще одно особое мнение уфимского изобретателя, с которым мы пообщались в ходе подготовки программы. Он считает, что в республике есть серьезные проблемы с поддержкой инноваций. По крайней мере, были. Радик Галимулин в 2017 году изобрел и запатентовал очень важную систему для транспортного средства, чтобы оно не смогло загореться при ДТП либо от какого-нибудь внутреннего замыкания или искрения. Поддержку своей идеи в Башкирии он так и не смог найти и дошел до Федерального министерства обороны, где его выслушали и обещали помочь. Давайте посмотрим. Я писал во многие инстанции и президенту Башкирии Хамиту Рустему Закиевичу в том числе. Все письма спускает Минпром РБ. Откуда получать не отписки. В Башкирии масса толковых изобретателей. Если говорить о глобальных инструментах поддержки таких людей, то тут вопрос создания преференций по налогообложению для предприятий, выпускающих инновационную продукцию. Вот тогда руководители таких предприятий будут сами приглашать изобретателей и проводить самостоятельно научные и опытные конструкторские работы по внедрению инноваций в свое же производство. А мы возвращаемся в студию к нашему разговору. Вы знаете, уважаемые гости, да, вот на днях известный уфимский предприниматель Адиль Юлдашев выступил у себя в Facebook с очень эмоциональным постом, который посвящен как раз
бизнесу, да, и его правам. Давайте я вот зачитаю вам буквально Там вот, ничего конкретного, одни цитату. эмоции, Да? конечно. «Плывут пароходы с чиновниками в заморские страны на бизнес-форумы. Привет предпринимателю. Пролетают самолеты с ансамблями песни и пляски для презентации республиканского бизнеса. Привет предпринимателю. Собираются министерства, государственные комитеты по спасению бизнеса. Салют предпринимателю. И только сам предприниматель стоит и плачет. От счастья, наверное. Все о нем, все для него и все без него». Я вот как предприниматель имею что сказать. У нас десятки, если не сотни всяких ассоциаций, союзов, объединений предпринимателей. Вот кто-то из вас может организовать встречу с руководством республики настоящих, а не потемкинских предпринимателей, реальных, у которых накопилось полно острых вопросов, требующих не только республиканского, но и федерального решения. Ну вот это вот цитата из этого выступления поста, да? Ирик, ну, наверное, к вам больше вопросов. Да? Все понятно. Я хочу сказать очень важное. Мы создали Центр «Мой бизнес». Это что? Это вот как раз мы говорили, это консультационный центр. Прежде всего, да? Прежде всего, консультационный и обучающий. Это такая потому что поддержка, нашим предпринимателям в первую очередь и тем же бизнес-шерифам, которые сейчас пришли, нужно обучиться, нужно знать законы, это сложно. На следующий год центры «Мой бизнес» будут в каждом городе Республики Башкортостан и еще в крупных центрах. Значит, у новой команды руководства региона большой, огромный кредит доверия. Я правильно понимаю? Да. И предприниматели в большинстве своем готовы подождать, потому что они видят, какие-то движения происходят. Стремление есть, они это видят. Вот вы примерно для себя представляете, у вас есть дорожная карта, какое-то время и конкретные шаги. Сейчас мы прописали дорожную карту до конца года. Мы видим, да, вроде движения много, но результат пока мы не видим, но на начальном этапе. Поэтому... А какой вот конечный результат до конца года? Вот какой себе запланировали? Что должны в идеале вот к концу года KPI на сделать? самом деле самое простое. Работы очень много, а KPI простое, значит, увеличение числа предпринимателей. Вы знаете, вот это был мой следующий вопрос. Да. Да, я видел, да, мне сказали, да, что в сентябрьском указе есть такой показатель увеличить через 5 лет количество предпринимателей в 2 раза. Ну, мы не говорим сейчас 2 раза, давайте, но хотя бы, да. Давайте так. Денис, вот как ты считаешь, это реальная задача? Это вполне реальная задача. Я считаю, что она выполнима. И первые шаги руководства республики, Ради Фаридович, говорит о том, что они уделяют особое внимание развитию предпринимательства. Но это планы. И самое главное, чтобы эти планы были реализованы и определенные последовали за этим действия. Вот давайте подумаем, почему закрывается предприниматель сейчас, какие проблемы у них. Уже же сейчас мы знаем об этих проблемах, давайте их уже сейчас уже решать. Резюмируя сегодняшний разговор, вот наша традиционная фраза, да, есть свет в конце тоннеля? Свет в конце туннеля есть, я однозначно уверен, что эта ситуация будет выправляться, и руководство республики сегодня делает все, чтобы это было, эта ситуация изменилась. И я бы хотел, чтобы вот все сегодня здесь говорили, предприниматели, чтобы наши предприниматели не ходили как на войну, на свой бизнес, да, на свою работу, а ходили как на праздник. Спасибо, Ирик. Пожалуйста. Взгляд должен быть один и у государства, и у предпринимателей, и у людей. Цель одна должна быть. Мы должны двигаться вперед, видеть, я не знаю, это назвать счастье, да? Счастье, когда все живут хорошо. Но для этого государство и предприниматели должны смотреть в одну сторону. Вот не я друг и говорю, на друга, а в одну в сторону. Да. Азамат. Я бы хотел все-таки переломить ситуацию вот с этими федеральными структурами, для того, чтобы федеральные структуры помогали правительству создавать условия для бизнеса. Мне бы хотелось, чтобы Башкирия, Башкортостан, Уфа были таким местом, куда едут со всей России. И приезжали сюда и говорили, вот надо ехать в Башкирию, потому что здесь я могу создать свой продукт, здесь я могу свой продукт продать, и здесь меня никто не тронет. Понятно. Спасибо. Расима Асгаровна, пожалуйста. Большое спасибо. Условия создаются, победа будет за нами, но предпринимателей надо выявлять со школьной скамьи раз, понять, хочет ли он быть предпринимателем, и все равно хочется пожелать предпринимателям всем терпения, еще раз терпения. Все-таки удачи терпение. Всем. Все-таки не праздник, а терпение. Нет, это не праздник. Вы знаете, у терпения и терпила один корень, и это не очень хорошо.
Вот в части бизнеса, допустим. Ну, к сожалению, сегодня ситуация такая. Уважаемые гости, да, ну куда ни кинь, всюду клин, ну работать тем не менее надо, да, свет в конце у нас есть, тоннель у нас есть, надо просто двигаться вперед. Спасибо вам за честный и предметный конкретный разговор. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Смотри, Руслан, по данным башкирского бизнес-омбудсмена, самое большое количество жалоб предпринимателей на контрольно-надзорные органы. Вот я чуть-чуть этого не понимаю. Смотри, надзор, Давай, он ведь весь давай. Федеральный. Но почему в других регионах такого шквала жалоб нет? Может быть, это не в надзоре все-таки дело? А что ты взяла, что такого шквала нет? Статистика. Слушай, вот по поводу статистики, да, поговорка опять, да, вот есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Ну, у тебя на все есть. Ну, советское воспитание, извини уж, что Поговорки. имеем, да. Так вот, если верить Титову, а это федеральный уполномоченный по правам предпринимателей, так вот, он говорит, что это характерная проблема для всей России. Административное давление и вот эти необоснованные проверки и пресловуто контрольно-надзорных органов, которые способны закошмарить любой бизнес. Хорошо, тогда, наверное, я так понимаю, будем надеяться на 2020 год, на февраль, когда обещают вот эту регуляторную гильотину, которая отрежет там 20 тысяч, по-моему, нормативных актов еще советского периода, и надзор перестанет ими жонглировать. Конечно, было бы здорово, если бы наконец-то перестали действовать вот эти вот нормативные акты, там, приказы там, мохнатых 40-х годов, которые еще Сталин подписывал. Конечно, хотелось бы. Но, слушай, надежда умирает последней, это да. Но мне бы все-таки хотелось, чтобы вот конкретные люди, которые работают вот в этих контрольно-надзорных органах, они же не упали нам там с другой планеты, они жители этой республики. Чтобы наконец-то они перестали себя вести как слоны в посудной лавке, да, и как сборщики дани на оккупированной территории, которые способны вот своим давлением там, и проверками, и придирками угробить любой бизнес и любую торговую точку. Вот на это у меня больше надежды. Руслан, это, кажется, у тебя просто прям буквально крик души. Буду надеяться, что нашу передачу они посмотрят и услышат тебя. Просто такое ощущение, что они вообще не думают об экономической там, стабильности региона, о благосостоянии конкретных людей. Но надо же об этом тоже думать, в конце концов. Пусть они тебя услышат. Тебе слово. Высшая власть региона говорит, бизнес – это священная корова, и трогать ее зазря нельзя. И только бизнес начинает этому верить, как опять упирается рогами в ватную стену из местных чиновников средней руки и инспекторов многочисленных САН, Веттех, Пош, Страх, НАЛ и прочих проверяющих надзоров. И этому бизнесу популярно на пальцах объясняют, ты не священная корова, а дойная. Пока что у нас почти все истории предпринимательского успеха не благодаря, а вопреки. Если, конечно, это не история освоения бюджетных денег с черного хода. А хотелось бы наоборот. И мы по-прежнему в это верим. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны. До свидания и берегите себя и своих близких.